Традиционный фестиваль чувашской музыки стартует в Театре оперы и балета в феврале. О том, каким он будет, журналистам рассказали на пресс-конференции. Также руководство театра поделилось творческими планами на этот год. Фестиваль чувашской музыки в Театре оперы и балета откроется 3 февраля. В этом году организаторы решили немного поменять формат и начать с гала-концерта. Наши солисты будут исполнять те произведения, которые, может, не так часто звучат со сцены, может быть, в связи с тем, что что-то сейчас не в репертуаре, а что-то просто прекрасные песни чувашских композиторов. Но также у нас планируются и некоторые, скажем, сюрпризы для нашего зрителя, некоторые новинки. Сейчас планируется сотрудничество с одной из джазовых певиц. Также на фестивале покажут оперы «Шевармань» и «Нарспи», балеты «Сарпиге» и «Атила. Рождение легенды». Эта постановка пройдет на сцене в 3-й раз. Премьера спектакля состоялась в конце октября прошлого года. «Атила» завершит фестиваль чувашской музыки. Кроме программы фестиваля, на пресс-конференции говорили и о планах Театра оперы и балета на этот год. Директор подчеркнул, что год театра, объявленный в России, должен запомниться каждому жителю республики. Наш коллектив сразу же после послания принял такое решение. Наш театр в этом году должен быть в каждом районе. И, конечно же, и чувашские спектакли, и русские, и концерты, и, может быть, и детские спектакли, в том числе, конечно же, мы до народа обязательно доведем. Руководство театра сейчас занято и поиском новых оперных солистов. В этом году ожидаются 2 большие премьеры спектаклей. Ирина Ромадова, Александр Осипов, Катерина Янгалакова. Вести Чебоксары.